Система среднего профессионального образования активно развивается. Уже в прошлом году по России количество студентов колледжей и техникумов превысило количество студентов университетов. И с уверенностью можно сказать, что колледж – это один из вариантов получения качественного образования. Получение профессии в колледже становится устойчивым трендом. Нынешняя молодежь активнее делает выбор в пользу получения среднего профессионального образования. Если 3 года назад его выбирала только половина девятиклассников, то сейчас в колледже поступает 60% выпускников 9 классов и 30% выпускников 11 классов. Только за последний год численность студентов в колледжах Дальневосточного федерального округа увеличилась на 5500 человек. Согласно данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, дополнительная кадровая потребность ключевых отраслей экономики Дальнего Востока составит более 100 тысяч человек до 2026 года. 71% потребностей – это специалисты со средним профессиональным образованием. Морской инженерный колледж имеет богатую историю подготовки кадров для морского рыболовного флота. Колледж образовался путем слияния двух старейших учебных заведений города Владивостока. Обучение ведется за счет бюджетных ассигнований и на договорной основе. Стоимость обучения от 99 до 136 тысяч, в зависимости от специальности. Развитие экономики Дальнего Востока предъявляет новые требования к подготовке кадров. Большая потребность в самых разных специалистах, особенно рабочих профессий. На эти вызовы отвечает система среднего профессионального образования. Приморский политехнический колледж – один из крупнейших СУЗов на Дальнем Востоке. Обучение ведется на дневном и заочном отделениях. Сегодня Политехнический колледж во Владивостоке является некоммерческой организацией, которая ежегодно выпускает более 2000 квалифицированных специалистов и рабочих. После окончания обучения выпускникам оказывается помощь в трудоустройстве. Зачисление в Политехнический колледж происходит по конкурсу среднего балла аттестата, за исключением специальности архитектура. Для данного направления предусмотрен вступительный экзамен в виде рисунка. Факультет среднего профессионального образования в 2013 году был основан как структурное подразделение Тихоокеанского государственного медицинского университета. Основной задачей факультета является подготовка высокопрофессиональных специалистов в области охраны здоровья посредством реализации основных образовательных программ в условиях развития современных технологий. На данный момент факультет реализует 3 направления подготовки – сестринское дело, стоматология профилактическая и фармация. Востребованность колледжа можно объяснить запросами рынка труда, ведь сегодня дефицит именно квалифицированных рабочих кадров. Из общей заявленной работодателями в ключевых отраслях экономики Дальнего Востока кадровой потребности 71% составляют квалифицированные рабочие. Сегодня колледжи максимально адаптируют свои программы под потребность работодателей, чтобы выпускники сразу после окончания были востребованы на рынке труда и смогли максимально быстро устроиться на работу.